Юные геологи из Башкортостана победили во Всероссийской олимпиаде. В ней участвовала команда «Уфа Контакт». И вот пришло время награждать победителей. Ученики из Центра образования номер 40 ходят не только на стандартные, всем наскучившие уроки, но также могут дополнительно посещать занятия геологией. Детско-юношеское геологическое движение Республики Башкортостан – это возможность развивать в себе навыки настоящего геолога, а также попрактиковаться в различных компетенциях. Расскажи вообще, как прошла Олимпиада? Олимпиада проходила, к сожалению, помимо того, что в дистанционном формате, ее еще и сократили, но у нас в день было по 3-4 соревнования. Олимпиада была трудной или для тебя показалась легкой? Но это все зависит от того, какие виды соревнования. То есть палеонтология проходила достаточно сложно, но на выставке нам надо было снять ролик, и то есть у нас не было ограниченного времени. То есть нам надо было до определенного числа скинуть, но мы могли над этим роликом работать хоть несколько дней. Команда «Уфа Контакт» показала отличные результаты, и сегодня мы находимся на их награждении. Ребята с 5 класса могут вступить в клуб юных геологов, а по выпуску оттуда они уже имеют в портфолио около 40 грамот и сертификат о выпуске, что очень поможет им при поступлении. Начинающие ученые принимают участие в различных мероприятиях, а лето и вовсе проводят в крупных поездках и походах. Они выступают в конференциях и конкурсах, а каждые 2 года они участвуют в полевой олимпиаде, выезжая на серьезные экспедиции и в походы. Расскажи, как прошла Олимпиада? Она прошла очень интересно, много нового узнала, а также очень любопытным был дистанционный формат, отличный от обычного. Ты заняла какое-нибудь место? Да, я заняла 1 место по соревнованию «Геологический разрез». В связи с карантинными нормами в этом году Олимпиада прошла дистанционно, но даже в таких условиях ребята смогли занять 1 место. Ученики частенько практикуют себя в Олимпиадах Башкирского государственного университета и пишут статьи. Регулярно они посещают различные места, как, например, они ездили в единственный в России геопарк Янгантау на экспедицию, и затем пишут научно-исследовательские работы об этом месте. Геологи также оформляют музей в Центре образования номер 40 своими разнообразными находками. Поздравляю победителей! Геология – это наука не по школьной программе, и за нее не ставят 5, но зато изучение подобных дисциплин – это гарант интересного лета и хороший вклад в свое будущее. Арина Буря, Ренат Кашапов, специально для ГР Новостей.